книге о моем брате Хадича Джалилова вспоминает: у нас всегда было многолюдно. То к маме придут соседки со своим вязанием, то к брату и сестре друзья. Как только на улице замечали, что наш двоюродный брат Сулейман со своей скрипкой направляется к нам, молодежь устремлялась в наш дом, и пошло веселье. Бывало, Муса с азартом пустится в пляс, но только он возьмет разгон, как у Сулеймана расстраивается скрипка. Он долго ее настраивает, а брат, готовый снова пуститься в вихрь пляски, с надеждой и тоской ждет. Жизнь его оборвалась так же неожиданно, как веселая плясовая. Если б грудь обожгло мне горячим свинцом, если пуля засела бы в сердце моем, если б смерть, не давая подняться с земли, придавила меня кулаком, я бы счастьем считал эту гибель в бою. Судьба посмеялась надо мной. Смерть обошла, прошла стороной. Скорпион себя убивает жалом, орел разбивается о скалу. Разве орлом я не был, чтобы умереть, как подобает орлу? Что делать? Отказался от слова, от последнего слова, друг пистолет. Враг мне сковал полумертвые руки, пыль занесла мой кровавый след. Когда я уже прочитала все стихи, напечатанные в моабитской тетради, то первые чувства, которые меня охватили, это была боль, мучительная боль за такую трудную, трагическую судьбу отца. Я просто чувствовала такую вот тоску какую-то его. Такие стихи, как «Сон в тюрьме», я без слез и до сих пор не могу читать, потому что дочурка мне привиделась во сне. Это очень тяжело. От массивных дверей центрального блока тюрьмы Плицензии до кирпичного здания в глубине двора, где проводятся казни, 114 шагов. 113, 112, 111. О чем думал Муса, когда жить ему оставалось всего несколько шагов? Старинное село Мустафино, в 150 километрах от Оренбурга по Казанскому тракту. Здесь в феврале 1906 года родился будущий поэт. У самого дома Залилова течет маленькая речушка Недь. Муса с детских лет стремится к самовыражению. Играет на мандолине, зарисовывает с натуры полюбившиеся пейзажи, слагает первые стихи. В 1913 году семья переезжает в Оренбург. Муса учится в известном медресе. Живут они здесь же, в небольшом подвальном помещении. За годы учебы он много читает.
Мечтает о собственной библиотеке, но денег на книги нет. Муса разрезает на четвертушки тетрадь, сшивает маленькие книжки. В одну переписывает любимые стихи Тукая, в другую Пушкина, в третью свои первые произведения. Обложки украшает заставками, рисунками. Известные на весь мир моабитские тетради – это тоже самодельная библиотека поэта. Незримая тонкая нить из плена до родины. Революция и гражданская война определили всю его судьбу. С детства Джалиль познал бедность и лишение. Стихи про канатоходца и сирота рождаются в юном сердце от сопереживания тем, кому тяжело. Позднее, в 1919 году, пишет поэт в своей автобиографии, «Я писал стихи, полные ненависти к белым бандам. Стихи звали рабоче-крестьянскую молодежь в ряды Красной армии». В 1925 году напечатана первая книга поэта «Барабас». Джалиль вспоминает: «После Оренбурга и Орска я продолжил комсомольскую работу в Москве. Закончил литературный факультет столичного университета. Выходит новый сборник стихов. Работал ответственным редактором детских журналов «Качкине Птешлер» и «Октябрь Баласы». Мои родители познакомились и поженились в Москве и жили в Столешниковом переулке. И в 1937 году вот родилась я там. В нашей маленькой комнатке дверь не закрывалась. У отца была масса друзей. Приезжали казанцы, которые ночевали, оставались, жили по несколько дней. И приходили московские татары и друзья. И было необыкновенно весело. Я приходил к ним. В втором этаже маленькая комнатка у них была. Тогда чулпан. Маленькая девочка была 2 года. Вот я приходил, он мне всегда переводы делал. Романсы Глинки, слова Пушкина. Переводил на татарский язык. Я Муса Джалиля знаю как человека очень скромный, небольшого роста. Он был очень мягкий человек. В 1935 году при Московской консерватории открывается татарская оперная студия. Муса знаком со многими певцами и музыкантами. На его стихи композиторы пишут романсы. Джалиль становится заведующим литературной частью студии. Он настолько был подвижный, открытый, вечно, как будто бы он тебя уже давно знает и прекрасно относится. В 1939 году в Казани открывается первый татарский оперный театр. В 1956 году построено новое здание оперного театра. Его украшает скульптуру поэтов, которых так любил Джалиль: Александра Пушкина и Габдуллы Тукая. С 1957 года театр носит имя Мусы Джалиля. Когда закончили оперную студию, мы приехали сюда все, и нам 11 квартир предоставили. В том числе Муса Джалиль, Назип Жиганов, Мансур Музафаров, композиторы. И вот, как что, мы, значит, телефон еще не всегда, или как так, вечером, когда они уже начали писать «Алтын чаш», перестукивались, и играли и шахматы, и разговаривали на все темы. Это было очень интересно, очень интересно. Я готовилась стать Тугзак Она, мать 9 богатырей.
Премьера оперы назначена на июнь 1941 года. Из воспоминаний композитора Назиба Жиганова. Муса в своих героях как бы предсказывал свое будущее. Я вспоминаю, как мы сидели с Мусой на репетициях «Алтын Чач». Тугзак призывает народ бороться против врагов, и Джик идет на войну. В этом частица натуры Мусы Джалиля. Когда писатели Татарстана избрали Джалиля своим руководителем, он не захотел оставить работу в молодом оперном театре. Муса Джалиль всегда был занят. Многое сделал как депутат Казанского горсовета. По ночам в своем кабинете он сочиняет песни, работает над поэмой «Письмоносец». В сентябре 1941 года ожидается проведение декады татарского искусства в Москве. И вдруг... Сегодня в 4 часа утра германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Перед самым отъездом в Москву, откуда он уже уходил на фронт, он пришел прощаться. Я была тогда тяжело больна и лежала с большой температурой, в жару. Отец пришел в военном обмундировании. Было очень странно его так видеть, он другой был. А он сидел около кроватки и все время холодил свои руки, а прутья железной кроватки клал их на лоб. И вот это прикосновение родного человека, оно осталось у меня в памяти очень-очень надолго. Джалиль ждет назначения на фронт. Из окон комнаты в Столешниковом переулке он видит, как по улицам города идут солдаты. Он торопится встать в этот строй. Его отправляют на Волховский фронт, в самое пекло военных действий. Будучи корреспондентом газеты «Отвага», он пишет очерки об участниках сражений, письма, стихи. Кольцо вокруг второй ударной армии сжимается со всех сторон. Джалиль попадает в плен в 1942 году, в то время, когда гитлеровцы формируют национальные легионы из военнопленных. Муса числится в лагерях под фамилией Гумеров. Он категорически отказывается надеть вражескую военную форму. Когда лидеры комитета Идель-Урал узнают, что Гумеров – это Джалиль, хотят использовать славу поэта в своих целях, предлагают сотрудничество. Но Джалиль, получив свободу передвижения по территории Германии и Польши, своим авторитетом среди военнопленных татар способствует объединению разрозненных групп сопротивления в одну организацию с центром в Демблине. После того, как целый батальон татарского легиона перешел к партизанам, готовится всеобщее восстание в лагерях легионеров. Но по доносу провокатора руководители подполья и Муса схвачены и брошены в моабитскую тюрьму. На обложке второй моабитской тетради сохранилась запись поэта. В плену и в заточении за период с сентября 1942 года по ноябрь 1943 года создано 125 стихотворений и 1 поэма. Но на чем их записать? Умирают вместе со мною.
Сотрудники немецкого музея сопротивления, это антифашистский музей, очень крупное такое учреждение, взялись, послали запросы не только в архивы всей Германии, но и за рубеж. И совершенно неожиданно в Праге, в Пражском государственном архиве, нашлась выписка из обвинительного заключения по делу Джалиля и его товарищей. И там прямо сказано, что Муса Джалиль, там и все его товарищи обвиняются в разложении немецкой армии, пособничестве врагу и в том, что они подорвали военную мощь немецкого рейха. В музее антифашистского сопротивления, это в центре Берлина, в здании, где когда-то размещалось военное министерство фашистской Германии. Это громадное, большое многоэтажное здание, и там в конференц-зале установлена эта мемориальная доска, она траурной лентой обвита, написаны все фамилии, имена джалильцев на татарском языке, рядом перевод на немецкий язык, фотографии тюрьмы, где их казнили. Вот. А в самой тюрьме Плетцензее, где совершилась казнь, установили большие стенды, где приводятся фотографии Джалиля, Алиша, других его товарищей, стихи Джалиля на немецком языке. За годы Великой Отечественной войны миллионы наших соотечественников попадают в плен и проходят все круги ада в фашистских застенках. Искренность, подлинность чувств стихотворений Моабитской тетради явились неоспоримым свидетельством мужества и веры в победу не только Мусы, но и тех военнопленных, чей дух не был сломлен в немецких лагерях и тюрьмах. Родина высоко оценила подвиг поэта. 2 февраля 1956 года Мусе Джалилю посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Үлемнәре белән үлемсезлек яулап ала безнең шагыйрьләр. Кемдер әйтер, кая дәлилең? Мин дәшмим. Каберләре әйтсен, әгәр булса, Тукай, Такташ, Кутуй, Җәлилнең. Смертью, бессмертие завоевали наши поэты. Кто-то спросит, доказательства где? Я промолчу. Пусть ответят могилы, если сможете их найти. Тукая, Такташа, Кутуя, Джалиля. Джалиль для нашего поколения, для нас это живая легенда. Мы росли, читали, впитывали его поэзию. И сами на их традициях пытались что-то делать в литературе. Джалиль, конечно, выдающаяся личность. Естественно, без личности не могло быть такого крупного поэта. 22 апреля 1957 года цикл стихотворений Мусы Джалиля «Моабитская тетрадь» удостоен Ленинской премии. Как волшебный клубок из сказки, песни на моем пути. Идите по следу до самой последней, коль захотите меня найти. Булдымы? Булды.